это перерабатываете на металл, на полимер и потом делаете. И из этого уже готовую продукцию, и эту же продукцию мы уже запустим. Свои достижения перед началом коллегии Минпромторга Рустама Минниханова показали полсотни предприятий и вузов республики. Так челнинская компания представила новый криогенный топливный бак для газомоторной техники. В ноябре 2023 года мы запустили производство. Оно позволит увеличить потребление газомоторного топлива в целом по республике и стране и позволит перевести большинство техники на работу в природном газе. По итогам минувшего года промышленное производство в республике выросло более чем на 3%. Отгрузили продукции на 4 триллиона 700 миллиардов рублей. В валовом продукте республики доля промышленности составляет почти половину. Все намеченные наши планы, кроме агропромышленного производства, было связано с засухой. Все цифры у нас идут с ростом. Национальный проект «Производительность труда» обеспечил прирост добавленной стоимости на предприятиях республики на 70 миллиардов рублей. По этому показателю Татарстан один из лидеров в стране. В целом для развития важно использовать те инструменты поддержки, я говорю, по всем направлениям, по всем отраслям. Руководители предприятий хорошо знают, они востребованы на сегодняшний день. Это различные программы субсидирования, программы поддержки. Как отметили, самым проблемным и актуальным вопросом промышленности остаются кадры. Сейчас республике необходимо более 11 тысяч рабочих, инженеров и технологов. Количество трудоспособного населения снижается, при этом более половины работает в непроизводственной сфере. Мы прорабатываем несколько вариантов решения кадровой проблемы, меры по локализации серого рынка, повышение производительности труда, в том числе за счет оптимизации и роботизации. Мы раньше как думали, что скоро роботы будут чистить снег, а человечество будет творить. Но пока творчеством занимаются нейросети, а снег убирают люди. Сейчас уровень роботизации в России существенно отстает от передовых стран. В этой сфере промышленникам, Академии наук и вузам предстоит большая работа. Нейросети занимаются творчеством, а люди убирают снег. Честно говоря, это происходит не потому, что роботы снег убирать не умеют, потому что их использовать не умеют. Мы никогда не преодолеем разрыв производительности труда, качестве и эффективности промышленности, пока мы не решим проблему правильного использования роботов. 2024 год у нас объявлен годом научно-технологического развития. И, соответственно, самое главное, мы должны решить вопрос бесшовной системы поддержки проектов, упростить процесс получения льгот, грантов, других инструментов. Сейчас Татарстан взял курс на развитие собственного станкостроения. Станкостроения в республике не было ни в советское время, ни во время современной России. Но руководством республики была поставлена задача развить станкостроение. И в том году начали сборку 3-координатных фрезерных станков. В этом году планируется расширение 5-координатных, токарная группа. А вообще планы были в этом году произвести 150 станков. Если все получится, я думаю, это нормально будет. Как отметил Раис республики, еще одна приоритетная задача – это безопасность предприятий. Живем в непростое время. Не все к этой теме относятся с полной серьезностью. Везде эта угроза существует, независимо, ты на границе живешь с Украиной или здесь. Поэтому вопросы антитеррористической защищенности, они должны быть на контроле каждого руководителя предприятия. Также регионам страны нужно налаживать кооперацию. Сегодня Татарстан заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Мариэл. Намерены проработать вопрос о сотрудничестве между правительством Республики Мариэл и особой экономической зоной Алабуга. Планируется, что представители Алабуга будут привлечены в качестве экспертов в процессе создания особой экономической зоны на территории Республики Мариэл. В Татарстане оборот розничной торговли в минувшем году составил почти 1,5 триллиона рублей. Это на 15% больше, чем ранее. Кроме промышленности, есть у вас торговля, хотя бы тему как-то это, но это тоже огромный рынок. Обеспечение ассортимента товаров во всех населенных пунктах, это тоже вот. Сегодняшняя зима показала, что не везде мы
сумели эти вопросы решить. Как отметил Рустам Минниханов, важной задача продвижения нашей продукции на внешние рынки. Для этого лучше нужно использовать потенциал международных мероприятий, которые проходят в республике. Еще по одному сегодняшнему соглашению в Татарстане откроют представительство Федерального центра компетенции «Халяль» при Роскачестве. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.